В Душанбе пройдет заседание глав Центральных национальных бюро Интерпола Центральной Азии. В Таджикистане похоронили еще одного таджикистанца, погибшего на войне в Украине. Спецпредставитель ЕС по санкциям начал визит по странам Центральной Азии. В Турции зарегистрировали 4 кандидата в президенты. Заседание глав Центральных национальных бюро Интерпола Центральной Азии под руководством директора по глобальному сотрудничеству Генерального секретариата Интерпола Абдулазиза Убайдулы состоятся 29-30 марта в Душанбе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана. В заседании примут участие представители более 16 стран мира. Будут рассмотрены вопросы развития и расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках Международной организации Интерпол, международной и региональной безопасности, дальнейшего расширения отношений в сфере борьбы с терроризмом, угроз и вызовов современности, других транснациональных организованных преступлений. На войне в Украине погиб еще один таджикистанец, который попал на фронт из российской тюрьмы. Об этом сообщает радио «Зоди». Сообщается, что 48-летний Ислом Саидмуродов был похоронен 23 марта на Малой Родине, селе Туткавул сельского джамаата Пули-Сангин города Нурек. Ислом Саидмуродов был арестован в 2005 году по обвинению в незаконном обороте наркотиков и отбывал наказание в одной из российских тюрем. Курбанали Саидмуродов, брат погибшего, сообщил, что родные не знали об отправке Ислома на войну в Украину. В последний раз он выходил на связь в ноябре 2022 года, где он находится, не сказал, добавил он. Где, когда и при каких обстоятельствах был убит таджикистанец, не сообщается. У погибшего Ислома Саидмуродова остались 3 детей. Точных сведений о гражданах Таджикистана, отбывавших срок в России и убитых на войне в Украине, нет. Радио «Зоди» стало известно о гибели около 20 таджикистанцев, заключенных российских колоний. Спецпредставитель Европейского Союза по санкциям Дэвид О'Салливан прибыл в Кыргызстан, где 28 марта встретился с представителями руководства страны. На брифинге он сообщил о планах посетить Узбекистан, Казахстан и ряд других стран, которым есть вопросы, связанные с обходом антироссийских санкций. Мы уважаем мнение стран, которые не поддерживают санкции против России, но мы бы не хотели, чтобы они становились платформой для обхода санкций, пояснил О'Салливан на брифинге в Бишкеке. Наша задача – обеспечить эффективную имплементацию санкций. После анализа торговых потоков мы отмечаем значительный рост, которого раньше не было. Кыргызстан – одно из таких государств. Но отмечу, что это не единственная страна. Я посетил Объединенные Арабские Эмираты, Турцию. Намерен посетить Казахстан, Узбекистан, Грузию и Армению, цитирует посланника ЕС 24.кг. О'Салливан сообщил, что по итогам 2022 года экспорт товаров из Евросоюза в Кыргызстан вырос на 300%, а по некоторым позициям передовые технологии и товары двойного назначения на 700%. Мы хотим знать, у вас выросли запросы и аппетиты, или же товары экспортируются в Россию, что в свою очередь повлечет проблемы, приводит слова О'Салливана «Кактус.медиа». По словам спецпредставителя, ЕС не хочет, чтобы экспортируемая продукция использовалась в военных целях, а компоненты были найдены в российском вооружении. Он подчеркнул, что Евросоюзу важно установить каналы коммуникации с властями стран, не присоединившихся к санкциям. При этом ЕС понимает, что каждое государство имеет свой экономический и политический контекст. Ранее, в середине марта, журнал «Экономикс» составил рейтинг стран, которые считаются геополитическими союзниками России. Кыргызстан занял в нем 3-е место после Беларуси и Армении. Казахстан и Таджикистан оказались на 4-м. Узбекистан поделил 10-е место с Никарагуа и Индией. Высшая избирательная комиссия Турции зарегистрировала 4 кандидатов в рамках президентских выборов. Это кандидаты в президенты: Кемал Кылычдароглу, 48 года рождения, Мухаррем Инже, 1964 года рождения, Реджеп Тайип Эрдоган, 1954 года рождения и Синан Оган, 1967 года рождения. Все они набрали по 100 тысяч подписей.
Выборы президента Турции намечены на 14 мая. Дату голосования было решено не переносить, несмотря на то, что в начале февраля Турция пережила сокрушительное землетрясение, унесшее жизни более чем 50 тысяч человек, в связи с чем голосование в ряде районов на юге-востоке будет проходить в экстремальных условиях. Одновременно с президентскими в Турции пройдут парламентские выборы.